Ну и снова здравствуйте, Иван Григорьевич. Поздоровайся с друзьями. Добрый день. Тебя ждут, не дождутся. Рады видеть в кадре тоже. Приветы ваши всем передаю. Иван Григорьевич читает, смотрит. Просто сейчас был небольшой форс-мажор. Украли у Ивана Григорьевича смартфон. Но сколько, 2 недели без него был? Да. Около 2 недель был без него, но спасибо нашей... Благодаря доблестной нашей милиции, полиции, уголовному розыску. Благодаря уголовному розыску телефон нашли. Вор, надеюсь, будет наказан. Да. Должен сидеть Выпил, крал в тюрьму. в тюрьму, да. Все верно, нашел у кого воровать. В общем, телефон нашелся, и теперь он опять читает ваши комментарии, отслеживает ваши приветы. В общем, все нормально. Так, ну, а сегодняшнюю рыбалку мы начнем с того, на чем закончили прошлую рыбалку. На чем закончили прошлую рыбалку. В прошлый раз мы сюда запустили пол ведра где-то мелких окуней. Ну, давайте же посмотрим, выжили они, не выжили. Если не выжили, они здесь лежат. Если выжили, они плавают или уплыли. Ну, в общем, что гадать, давайте будем смотреть вместе. Так, мы их запускали в эту лунку. Так что с этой лунки начнем и смотреть. Включаем камеру. Так. И запись включаем. Включаем запись. Запись. Запись где? Запись сделали мы в ЗАГСе. Оба с раннего утра. Как я бу, ни хрена не видно. Так, ладно. На гне. На гне-то на гне уже, все. Так, а что не видно-то ни хрена? Темная вода. Темная ночь, вон муть. Муть есть. Да, видимости. Не, все равно ушли. Вообще ничего не вижу. Я вижу дно, а рыбы не вижу. Как ты видишь дно, если вот оно дно, муть, вот видно вот эту муть? На записи-то может быть и будет что-то видно. Надо было больше лунок сделать для прозрака. Вода в озере темная. Ладно, пусть живут, не мучай. Не мучай рыбу, не пугай. Я-то не пугаю, я просто хочу посмотреть, что здесь видно. Надеюсь, при монтаже видео мы увидим, что там засняла наша камера. Я только пока вижу муть, которая вон поднимается со дна. Вот дно. Вон, давай чуть выше поднимем. Вон. Крутанем. Дохлых окуней. Дохлых окуней не видно, уже хорошо. Значит, они уплыли. Видимости 0, потому что, во-первых, толстый слой снега еще на льду. Во-вторых, вода сама по себе темная. В-третьих, нету солнца здесь. Вон. Но вроде бы дохлых окуней не видно. Уже хорошо. Что, пробовать не будем, Иван? А? Пробовать ловить не будем? Не надо. Не надо. Выключаем. Они реабилитируются. Да. Пусть адаптируются. Да. Все понял. Все понял. Не, весной как чисто для пробы можно будет. Появилась рыба, которая ловится, не появилась. Странно, вот только лед сойдет, на сети рыба ловится сетями. Ну немного, но ловится. Пару штук на жареху всегда поймаешь. Самое интересное, есть плотва попадает. Плотва. Есть окушки, есть карасики, есть щука. Зимой ты хоть кол на голове чеши, ты ничего здесь не поймаешь. Вот что за фигня, а? Объясни мне, опытный рыбак. Ага. Просто они здесь спят зимой.
А, как медведь в спячку западают, Да. а весной просыпаются. Ну да, ну никто тут не бурил раньше, они так привыкли, мало кислорода и не движет. А там в том озере ведь тоже никто не будет. Первый лед Там, чуть-чуть видимо, ручеек или ключи Так, есть. тут тоже ручеек. Один, второй. Там, может, Вот здесь вот прямо ручеек. Я же что выбрал это место. Вот где-то здесь болото, вытекает ручей и расползается. По идее, кислород здесь попадает немного. ну, тут живу. Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, погнали. Погнали на наше Окуневое озеро. Иван Григорьевич сказал, что сегодня он мне покажет места, где мелкого окуня нету. Есть только крупный. Только крупный. Погнали? Погнали. Здравствуй, озеро! Что говоришь? Вот здесь, вот. Вот в этом месте, вот. Тут только крупный окунь. Тут мелочь. Главный рыбак знает, где крупный окунь. Вчера он просто не хотел раскрывать все карты. Вот отсюда и вот за тех берез, вот это место, тут мелочи нет. Ну, сейчас мы это посмотрим. Так, набрали водички. Немножечко так слегонца для размножения живца. В общем, все как всегда. Будем пытаться ловить окуня. Крупного забираем себе, мелкого выпускаем в ведро, чтобы в дальнейшем перевести и запустить в безрыбное озеро. В общем, будем зарыблять озеро, в котором рыбы не очень-то и много. По крайней мере, зимой там не ловится. Вот такое вот маленькое-маленькое озеро, но окуня здесь немерено. Там озеро как минимум в 10 раз больше, но зимой там рыбалка бесполезна. Тем временем у Ивана Григорьевича луночка уже готова. Ну и скоро мы увидим крупного окуня. Да, Иван? Первый заброс. И окунь крупный. Окунь крупный. Блин, я даже удочку не достаю. Все, я подожду с включенной камерой, как это будет выглядеть. Сразу с первого заброса. Без вопроса. Я думаю, что должна быть так. Эй, Ну куда? вот. Вот рукавицу цепляй. Перчатку крупную уже поймал. Блин. Ладно, пусть запутал. Не светись, не светись. Так, Ой, светь. крупный окунь у тебя никуда не денется. Не могу дождаться. Ой. Ой. Давай, пошел. Первый пошел. Так, все удобно. Все красиво. Так, все настройки сделаны. Так. Настройка под крупного окуня. Мелочь Раз. не ловим. Два. Ну, три. Так, А ты дно нашел? А, дно. Вот нашел дно. Мелко, да, здесь? Не очень глубоко. Бляха, крутится этот кивок. Я не люблю, когда кивок... Стреляют в спину.
Не на месте. А также ненавижу выстрелы в упор. Да. Вообще не берет. Надо было поймать мелкую, чтобы глаз зацепить. А здесь мелкого нет, да? Нет. Беда. Ладно, в На общем, этом тоже. берегу, аж вон там будет, за елками. Другой курье там. Там же будет мелочь. Ну все, давай буриться. Давай. И ловить крупного окуня. Да, сейчас найдем. Сейчас хотя бы один клюнул. Все. Ну вот, не успел я пробурить третью лунку, как у Ивана, вот первый горбач. Он был прав, мелочи здесь нет, Нету. только крупный. Так что Иван был прав. Вот так. Вот такой красавец, красавец, горбец. Горбач. Да. Горбатый, выходи. Я сказал, горбатый. Так. Ну что, и нам пора начать драть жаберьи окуням. Достаем нашу фирменную удочку Коми Рыбак. Подарок Мишке Пантелея. Спасибо тебе, Михаил. И сначала ищем дно. Гно. Гно. Ищем гно. Не был, что ли? Дна нет. Глубина есть. Так. Вот такая глубина. О, нашли дно. О. Дно. И где-то вот так убираем от дна сразу. Это на сколько оборотов надо вычислить по оборотам, чтобы... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, давайте 10. 10 оборотов подняли. Это где-то больше метра. Больше метра сразу подняли. Получилось у нас... А у нас мало получилось. Тут меньше. Так что 5 обратно отпускаем. Раз, два, три. Давайте 3 сначала отпустим. 7 получается. 7 оборотов выше дна. Пять оборотов сделаем вот так вот. Все. Золотая середина. И ждем поклевок. Что у нас тут? Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Ветрюган сегодня еще сильнее, чем в прошлый раз. Идет теплый фронт. Идет оттепель. Скоро начнет все таять. Так, ну что, до первой поклевки пока. С дури жару никто не клюнул. Так, ну что, счет открыт. Поймал небольшого окушка. Ну как небольшого, с ладошку. Оп, и еще поклевка была. Еще поклевочка. Григорьевич там уже
крайней лунки 2 штуки уже вытащил. Так что потихоньку процесс пошел. Ну, давай. Мочи, может, давайте поиграем глубиной. Может, он сегодня чуть поглубже. Опа, 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 опа. О, хо-хо-хо. Проглотил блесну аж до кишок. Вот это аппетит. Прям до шахты. Вот это аппетит. О. Красавец. О. Продолжение будет. Продолжение. Че, по одной что ли на каждой лунке? Че, у тебя мелочь пошла? Да. Вот такие середнячки, вот. А. Блин, тут крупный один, тут крупный один. Ладно. У нас еще есть вот 2 лунки неопробованные. Пойдем сюда глянем. Я согласен. Бурите, бурите, если на каждую лунку хотя бы по одному окуню крупному. Но не везде. Ладно, подождем. Ну, крупнячок тоже есть, да? Знаете, для мелочи. Или сильно мелких нету, да? На глаз? Да. А у меня по одной лунке, ой, по одному окуня с лунки крупному. А погодка-то разгулялась. Посмотри, какая благодать. А вот это началось. А вот это пипец. Вот это нелетная. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Даже вот такое время года надо бы подальше все посылать. Но сидим и ждем поклевок мы, потому что больные на голову рыбаки. Не в рифму, зато правда. Погодка совсем не летная. Замело конкретно, пошел снег. Григорьевич он сносит аж. О, да. Кстати, и рыба тоже перестала ловиться. Пока еще дуло потихоньку, поклевки были. Как только задуло, замело конкретно, все, поклевки прекратились.
это идти нет никакой возможности. Передвигаемся только задом. А еще лучше сидеть. А еще лучше сидеть. Только что пробурил лунки, они уже сразу засыпало. Ладно, переждем. Надеюсь, не на целый день такая хрень. Иначе мы долго не выдержим. О! Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то клюнул красавчик. Минут 15, наверное. Ни одной поклевки не было. Я думал уже даже больше. Я думал, это из-за погоды, но нашел луночку. Чуть-чуть в глубину блесну приспустил. И вон вторая поклевка. Григорьевич тоже ходит от лунки к лунке. Что-то тоже поклевки прекратились, видать, ищет рыбу. Ужас, что творило эти полчаса. Он тоже неплохой. Даже рыба, видать, в шоке от этой погоды там. Даже подо льдом, видать, ей не очень хорошо при таком ветре. Ветер, да еще снег, не снег, а снежная крупа такая. О, немножко, буквально на 2 оборота приспустил. И поклевки пошли. Пошли поклевочки. Так что еще, пожалуй, посидим, порыбачим, пока совсем не околеем. В принципе, с паркой-то нормально, не продувает. Рукам только прохладно. Григорьевич как-то умудряется в варежках рыбачить, я не могу. Не отцепить, не прицепить. И Григорьевич упорно ловит на окуневый глаз. Я пока на голую блесну, которую тоже, как мы видим, хапают. Даже лутка. Хрен отцепишь, блин. Блин, даже крючок загнули. Да, повезло нам сегодня с погодкой, конечно. Не знаю, с утра такая хрень. Ну, коль приехали, уже порыбачим. Не такое проходили. Оп. Тили-тили, тролливали. Мы такое проходили. Нам такое задавали. Оп. Ну все, поклевки пошли. И это главное. Я уже думал, все. Только выключил камеру. И сразу же здоровячок. Вот такой вот. Оп. Подцепил окуневый глазик. Поклевки пошли веселее.
Начали заглатывать прямо до задницы. И окунь пошел крупнее. Окуневый глазик. Лунку хреново заматывает. Заметает прямо на глазах. Оп, уже потянуло. Не успел отпустить, уже потяжка была. Вот она. Вот еще хороший. Тихо. Давай, выходи. Вот так. Вот так, красавчик. Вот он, что надо было, оказывается. Окуневый глазик. А мы вас пытались на пустой крючок обмануть. Не тут-то было. Черпачок нашел? Как Дед Мороз посохом ходишь? Что там перестало клевать? Оп. Чина, опа, чинанай. Как тебе погодка сегодня? Как? Не в Красную армию, ни туда, ни в Красную армию. Ни туда, ни в красную? Ни в белую, ни красную? Да. Вообще погода. Невзгода. Погода невзгода. Так, на той лунке мы кучку надергали. Пробурил еще десяток лунок. И на свежей лунке процесс пошел. Опа! Блин, прокатил. По зубам прямо хорошенький был. Нацепил окуневый глазик. Блесна начала играть похуже, но окунь берет. О, съели глаз, стащили. Сейчас попробуем без глаза. О, без глаза блесна играет идеально. Но окунь не берет. Все-таки с глазиком берет получше. О, нет. Что-то зацепилось. Мелочевка, но до ведра идти далеко. Если что, потом надергаем. День еще длинный. Лучше ближе к вечеру надергать, чтобы свеженькие. Оп. Нет, есть поклевки, есть. Оп.
Что, нету там? Один. Ты так уверенно сказал, бури здесь. Я думал, ты уже точно знаешь. Там стайка крупных была, я одного за одним 4 или 5 штук выловил. Я думаю, ну наконец-то нашел стайку крупную, а потом бац, и все, кончились. Пошли средненькие такие. А лунка еще зашугована в снегу, окунь не вылезает, не лезет. Надо ледобуром пройтись или палкой. Окуню хорошо, там ему там не дует. Конечно. Ему-то чё, Это, наверное, они там подо льдом придумали эту песню. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Ну ты смотри, примета работает, да, что рыбаку плохо, рыбе хорошо. Бывает, погода такая хорошая, солнечная, загорай не хочу, ни ветра, ничего. А рыба не ловится, но... Сейчас попробую жаберку нацепить. Жабра вырвалась, говорю, жабру попробую нацепить. Ловится хорошо, значит надо поэкспериментировать, да? Чтоб хуже ловилось. надо что-то такое сделать, чтобы не ловилось. Так, друзья, было небольшое затишье. Около часу, наверное. Не ловилось, не клевало вообще ничего. Ну, изредка. На 5-6 лунок одна поклевка. Вон то, что 2 кучки я там наловил с 2 лунок. Постепенно клев затих. Потом было затишье. Около часу, наверное. Иван уже ходил весь расстроенный. И вот теперь, как по команде, пошли поклевки. Сейчас специально посмотреть время, сколько. Оп, уже сидит. Уже сидит, вот. Что-то сюда, что помельче, что покрупнее на лед. Резко, как по команде. Так, где у меня телефон-то? Оп. Блин, даже время никак посмотреть. Не утопить бы. 11:38. О, уже сидит. Без 20:12. Сейчас посмотрим, сколько поклюет по времени. По идее должно ловиться до 5 вечера. Как обычно это делается. Ветерок немного стих. Снег перестал идти. Но все равно еще он метет. Все равно дует. Если бы не парка, я бы уже окочурился здесь совсем. Ужас, что творилось. Но самое интересное, в самый пик плохой погоды на 2 лунках где-то с пол-ведра я рыбу надергал точно. Вон. Потом
затишье, где-то часа полтора, наверное, точно было. И вот потихоньку поклевки начались. Не знаю, или я просто напал на стайку, потому что новая лунка. Может быть. Но рыба ловится, и это радует. Здесь в ведре у нас уже десятка 3, наверное, окуней уже есть, готовых к отправке на второе озеро. Опа. Как-то вот так. Без особого фанатизма, но с огромным интересом продолжается наша рыбалка. Покрупнее подошел окунь. Второго крупненького уже поймал. Так. Давай. Ну. Так, скромничают черти на камеру. О, проясняется. Солнышко даже собирается выйти. Давай, хватит уже. Сколько можно морозить? Скоро апрель уже, блин. С одной стороны ждем весну. Опа. Это весна. Это весновка. Это охота на уток. С другой стороны, жалко, что заканчивается зимний рыболовный сезон. Вроде бы только-только начинали на родных озерах. Ловили живцов, ставили жерлицы. Ух ты, хорошенько прокатил. Ставили первые палки, пробивались через опасный лед. Глазом моргнуть не успели, все. Кончился зимний сезон, вернее заканчивается. Ну ничего страшного. На то он и заканчивается, чтобы начинался новый сезон. Так что всему свое время. Рыбки мы половили зимой. Без рыбы не сидели. Немножко даже получилось половить на лесных речках. Все хорошо. А теперь вот балдеем, так сказать, отрываемся на озерах. Подошла стайка по ходу. Пошли поклевки прямо одна за одной. Уж горшат один сошел, и все. Нет, еще есть. Опять поднялся ветер. Ой, вернее, толком он и не прекращался, блин. Солнышко немножко подразнило, и все. Опять снег, опять ветер. Но пока ловится. Вон уже выросла еще одна кучка. Григорьевич там все кучки собрал, полкорыта рыбы уже есть. Опа, прокатил. А вот этого красавца я вам покажу. Вон, смотрите, какая красота. Йенскадан.
Еле в лунку пролез. А зацепился тоже еле-еле. Я уже думал, все, не вытащу. О! Вот это красавец. Встал еще так красиво. И все с одной лунки. Главное, он прошелся, ни одной поклевки. Григорьевич тоже в поисках. Я вот нашел луночку и таскаю потихонечку. Мелкий, средний, средний, мелкий, бац, крупный. Мелкого в ведро, среднего на лед. Ну а крупного вот так вот, как на картинке. О, какая красота. Жалко, что поодиночке ходят вот эти стайные крупные окуни. Вот, вроде бы тоже неплохой. Ну так себе. Середнячок. Подряд я сколько? Самый большой, наверное, штук 5 ловил, не больше. Чтобы одного за одним с одной лунки. Ну вот таких вот. Это вообще редкость. Сегодня, наверное, только парочку таких я поймал. Сотку еле пролезают. Опять ветер давно. Только вроде начнет затихать, опять дует, блин. Все мозги уже выдуло. Вроде и прочистилось. Вон, небо чистое стало, солнышко вышло. Чё дует, хрен пойми, блин. Ну, тоже неплохой середнячок. Ну, бахни. Как-то вот так продолжаем получать удовольствие. Слушай, помнишь ты, мы с тобой на Печоре ловили рыбу летом, лет 10, наверное, назад уже. На вихре еще ты катался тогда. Помнишь, ураганный ветер был? Ты что кричал? Заяц! Заяц. Я говорю, Иван, почему заяц? А сейчас, говорит, я крикну 3 раза заяц, и ветер пройдет. Пока мотор дергали, вихрь нас 3 километра ниже по течению на правый берег. Помнишь, кинула на Аньпылдамбу-то? На Аньпылдамбу кинула, и ветер чуть стих. Удочку закидываем и пошли доить. Помнишь? Вот видишь, говорит, заяц крикнул, и ветер стих. Ну, сейчас заяц! Вот, давно пора. А то, блин, дует целый день с утра, а ты зайца не даешь, блин. Заяц там, волка съели. Батарейка только села, считай. Лунок на 50 хватает в легкую. 60 может даже. В конец, наверное, надо сходить. Да? В конец. Ну, Где ты да. в прошлый раз это Да, ловил? Где мы заезжаем? Мы же вон там заехали. Все сразу. И ловилось. Ладно, посмотрим. Перекур с дремотой и со свежими силами. Ветерок-то немного поменялся. Он так дул, а теперь вот так повернулся, видишь?
И минус стал опять. Видишь, замерзают уже лунки. Такие перемены погоды, а мы хотим еще от рыбы клево. Так, перекусили, попили чайковского. Подошли к лункам и лунки отдохнули, и все продолжается по новой. Крупного пока, конечно, не поймал. Но такой вот середнячковый. Там 4. Здесь 4. И пяток, наверное, еще закинул в ведро. Вон в ведре уже такая дружная компания. Темным темно. Штук 50 как минимум, больше даже, наверное. Вон. Нормально. Скоро можно будет на том озере рыбу ловить. Этих сейчас выпустим, они же и будут ловиться, наверное, если не сдохнут. Вот я уже заметил, как только стоит включить камеру, все, поклевки прекращаются. Так азартно ловилось. Ладно, в ту сторону идти не буду сейчас. Просверлил по новой старые лунки и пойду проверю. Лунки отдохнули, вода набрала кислорода, вон поклевка есть. И может быть какой-нибудь подошла стайка. Проверим. Что-то похуже стало немножко. Подойдет, тюкнет и все, отходит. Видать, еще не время. Сейчас вот есть такой период, где-то час-полтора, берет просто изумительно. Потом бывает такой час-полтора вообще не ловится. Бывает так себе. Вот сейчас как раз вот такой период, то что так себе. Раз-два поймал, потом вот тюкает, мозг компасирует. Упорно не цепляю ничего, ни глаз, ни опарыш. Ловлю на чистую блесенку, потому что Григорич он на глаз ловит. Что-то не особо лучше. Опа, сход. Просто с глазом, когда цепляешь, блесенка плохо играет. Ладно, пошли дальше.